Эфир нашей программы продолжается в формате интервью. У нас в студии вице-президент волейбольного клуба «Зенит Казань» Рахматуллин Ильхам Фаизович. Ильхам Фаизович, добрый вечер. Волейбольный клуб «Зенит» за свою историю выиграл 36 трофеев за 23 года, и эта история продолжается. Вы были одной из частью как раз-таки формирования будущих побед. В чем все-таки слагается вот та победная мощь, которая формировалась в том числе и при вас? Ну, с моим приходом в 2000 году я пришел после своей спортивной карьеры в волейбол. И как бы формировали команду мы с тренером. В то время был Виктор Сидельников. И как раз с Белгорода перешли трое игроков. Это Сергей Тетюхин, Александр Косарев и Влад Хомутских. Вот этот пул игроков составлял костяк команды, и мы впервые выиграли сразу за первый сезон и чемпионат России, и Лигу чемпионов. Конечно, это были мастера своего дела, профессионалы. Они до сих пор, их все помнят, и Тетюхин вообще закончил 42 года, поэтому с ними было приятно работать. Ну, как раз-таки «Зенит» выигрывал многократно и чемпионат России, и Кубок России. Вы выигрывали 6 раз, в том числе и Лигу чемпионов. И все-таки из каких элементов слагалась вот эта история больших побед? Ну, я думаю, наверное, с приходом все-таки Владимира Романовича Алекна. Потому что, когда он пришел в 2008 году, мы регулярку на 4-м месте закончили. Но все-таки до финала дошли, и в финале выиграли чемпионат России. И потом вот как-то мы точечно подбирали всех игроков по своим амплуа. И такой костяк команды у нас был, и атмосфера такая была, что мы вот подряд все выиграли. И даже, по-моему, побили какой-то рекорд. Мы 4 года подряд выиграли Лигу чемпионов. Это ни одному клубу не удавалось. Как раз-таки Владимир Алекна – это большая фигура для татарстанского волейбола, в частности, для «Зенита», для российского, для мирового. При нем сборная России выиграла Олимпиаду в 2012 году в Лондоне. Как раз-таки при нем из 36 трофеев «Зенит» выиграл 31 кубок. Да. Каким лично вы вспоминаете это просто классное победное время? Ну, команда была победителем, наверное, в то время, потому что вот атмосфера, еще раз говорю, такая была. И Алекна сам очень требовательный был. Все-таки главной фигурой был именно Владимир Алекна. Ну, конечно, и Алекна, и тренерский состав, и игроки. И вот даже вот один фактор говорит то, что Мэтью Андерсон приехал к нам вообще, в принципе, таким игроком неизвестным. А у нас он 7 лет играл и вырос такого высококлассного мастера. И плюс, конечно, мы вот такие, еще раз говорю, что точечные делали замены в команде, которые позволяли вот так вот держать, вы знаете, такой победную ноту как бы во всем чемпионате. Поэтому было классно и работать с ними, и выигрывать все. А какая, может быть, самая запоминающаяся была победа? Их просто огромное количество, но какая-то самая памятная, которую вот вы несете через сердце. Знаете, наверное, вот самая такая памятная, да, когда мы взяли финал Лиги чемпионов в Казань, право проведения у нас было, да, вот мы в баскет-холле играли. Во-первых, такая атмосфера зрительская была, там 7 тысяч зрителей было. И сам вот матч финальный, когда мы проигрывали 1-2, 2-2 сделали, и в 5-й партии мы проигрывали 11-7. И вот Алекна после подачи, по-моему, Саши Будько взял повтор на предмет аут или площадка. И там мячик краешком зацепил угол площадки. И то есть вот с этого момента мы переломили ход матча и 5-ю партию выиграли. И у себя дома выиграть финал Лиги чемпионов, это при своих болельщиках, это дорого стоило. Наверное, самый запоминающий. Сейчас Владимир Алекна взял тренерскую паузу. Насколько я понимаю, вы с ним на связи. Расскажите, чем он сейчас занимается. Ну, он пытается бизнесом каким-то заниматься, да, но, конечно, так вот он, как мы с ним, как друзья, разговаривали, он просто говорит, я вот больше не могу, он выгорел.
человек, который прошел 4 Олимпиады, это 3 был руководителем российской, тренером команды. И одну Олимпиаду вот он ездил главным тренером иранской сборной. Но он, видимо, уже до того наелся этого волейбола, можно так сказать, если выразиться, что ему пока он взял паузу. В чемпионате России у «Зенита» 22 подряд победы. Уверенность в команде чувствуется перед плей-офф? Вы знаете, это хочу вспомнить прошлый год, когда мы 36 игр шли без поражений. И там одна игра все нам испортила. Честно говоря, такой формат был, финал 6, который не позволял права на ошибку. Ну, вы, получается, вспоминаете прошлый год. Он И вам... вот ассоциируется у меня с этим. А как же исправить тогда, чтобы не повторять их ошибок? А в этом году, наконец-то, полноценный плей-офф. И вот мы первые 4 команды сразу попадаем как бы в 1/4 финал. И все уже, остальные еще борются, еще 4 команды. И потом полноценный плей-офф. Это первый с 8, второй с 7. А второй сезон подряд Алексей Вербов работает главным тренером в «Зените». Вы чувствуете его тренерский прогресс? Он нам не чужой человек. Он 8 лет у нас играл в команде как игрок. И потом он, даже будучи игроком, при Олекне еще просился какие-то игры, которые не так значимые, там, со слабым, может быть, соперником, чтобы он стоял на тренерском мостике. Олекне ему это разрешил, и он увидел в нем какую-то тренерскую жилку. И, соответственно, когда вопрос возник, когда Владимир Романович заканчивал у нас работу в клубе, то у нас вообще не было вариантов, кого пригласить на работу. И поэтому мы пригласили Алексея Игоревича. Ильхам Фаизович, вы часть своей жизни посвятили автоспорту. Но, как мы уже говорили, вы в 2006 году пришли в волейбольный «Зенит». Как случилась эта история с приходом именно в волейбол? Ну, в 2006 году уже как бы мне 47 лет было, и Сафаров мне сказал: Азгат Ахмедович, говорит, ну давай переходи на волейбол, хватит тебе уже бороться со скоростями, с молодежью. И вот так получилось, что вот с его легкой руки я уже практически 17 лет в волейболе. Ну и в роли руководителя у вас большие успехи. Опять-таки все это в большом коллективе. Не одна моя заслуга, это команды всего коллектива и нашей администрации, клуба и игроков. Это все позволяет, все дисциплинирует, когда команда выигрывает. Ты должен работать, как раньше говорили, все для победы. Ильхам Фаизович, как волейбольный клуб работает со своей молодежью? Какая там ближайшая перспектива? Ну, я хочу сказать, что вот что касается системы подготовки молодых игроков, у нас очень на высоком уровне. И что у мужчин, и что у женщин, да, женского волейбола, я считаю. Потому что даже взять этот сезон, у нас в команде, практически и в женской команде «Динамо», и в мужской, вот наши воспитанники играют в женской, по-моему, 4, а в мужской 5 человек. Это уже дорого стоит. Ильхам Фаизович, какой заголовок свежей газеты вы хотите видеть после финала чемпионата России? Забежим немножко вперед, с вашего позволения. Я вообще не сторонник этого всего, там, загадывать. Я такой... Спортсмены все они суеверные. Поэтому вот будет... Конечно, хочется, чтобы наша команда играла в финале. И женская, и мужская. Поэтому... А как там будет? Это спорт. Поэтому загадывать... Конечно, хотелось бы, чтобы все газеты написали, что там «Зенит чемпион» или «Динамо Акбарс». Но это спорт, все покажет плей-офф. Ильхам Фаизович, мы благодарны вам за то, что вы пришли к нам на передачу, рассказали лично про свою историю, про приход в волейбольный клуб «Зенит». И, конечно же, вы вспомнили Владимира Олекна, который писал историю. Соответственно, сейчас Алексей Вербов, как главный тренер, пишет новую историю. Мы желаем вам новых, ярких, больших побед в чемпионате России и в других соревнованиях, в которых вы будете принимать участие в будущем. Спасибо. Спасибо большое.